Строительные организации, как и бизнес в целом, переживают непростые времена. Поэтому для поддержки стройкомплекса республики разработан ряд федеральных и региональных мер поддержки. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Сразу отмечу, что строительные компании работают в штатном режиме, за исключением Алдана, где с 12 апреля введен карантин. По данным Минстроя Якутии, возведение объектов идет в соответствии с планом. В этом году в республике должны ввести в эксплуатацию 9 школ, 4 детских сада, 3 объекта культуры и 6 спортивных сооружений. А в столице региона строят сразу 2 крупных объекта здравоохранения. Это кардиоцентр и онкодиспансер. Кроме того, планируют сдать 500 тысяч квадратных метров жилья. Сюда входит и жилье для переселенцев, детей-сирот, а также долевое строительство, которое сейчас ведут только в Якутске. Строительный комплекс имеет для республики, как и для других регионов страны, очень большое значение, имеет очень большой мультипликативный эффект. Ну и в республике Саха-Якутия всегда традиционно много разных объектов возводится причем в очень короткий строительный сезон. Уже объявлены федеральные меры поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным. С 1 мая начнет действовать программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках стоимостью до 3 миллионов рублей. Также государство в текущем году направит в Фонд защиты прав дольщиков 30 миллиардов рублей для решения проблем, накопленных за прошедшие годы. При разработке региональных мер учли пожелания строительных организаций, работающих в регионе. Предложения уже направлены в федеральный центр. Это и налоговые, это и меры поддержки по субсидированию кредитных ставок, это та кровь, которая течет в жилах и венах любой отрасли, конечно, это финансы. Поэтому особое значение будет уделяться стимулированию и поддержке финансового сектора в стройке. С якутским филиалом Россельхозбанка мы подписали соглашение о сотрудничестве, и в рамках данного соглашения мы нашим строителям выдаем льготные кредиты в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Настало время самим строить на своей территории. Особый упор республиканские власти планируют сделать на решении одной из основных проблем – нехватки кадров. Сегодня примерно половина строителей, почти 900 человек – это иностранцы. Местных жителей, работающих на стройке, чуть больше 1000. Отрасль нуждается еще примерно в 2000 сотрудников. Восполнить нехватку рабочей силы хотят за счет безработных и бойцов стройотрядов. Таким образом, уже сейчас будет привлечено более 1500 человек. Для тех, у кого нет опыта, глава Якутии поручил организовать краткосрочные курсы на базе среднеспециальных учебных заведений. Айсен Николаев уверен, что это поможет ограничить в последующие годы привлечение рабочих в наш регион из других субъектов и стран ближнего зарубежья. Я считаю, что пришло время как раз воспользоваться этой ситуацией. Это возможность для якутян как раз эту нишу по рынку труда именно в строительной отрасли, в отрасли дорожного строительства занять, и с тем, чтобы якутяне имели там уже достаточно стабильное место работы и имели уже доходы. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в Якутии продолжают выдавать денежные компенсации. Глава республики поручил Кабмину усовершенствовать этот механизм и не заставлять людей ждать годами окончания строительства. Также наблюдается скачок цен на стройматериалы, связанный с проблемой их завоза из-за границы. Айсен Николаев призвал усилить работу по импортозамещению и чаще использовать материалы местного производства. Вкратце о поддержке строительного комплекса Якутии у меня все. О дополнительных мерах расскажем после их введения. Берегите себя и будьте здоровы!